корнях ингушского народа, о его прошлом и настоящем новая книга Мурата Зязикова, которая вышла в Париже. Она называется «Ингушетия. История, культура и традиции». Получил огромное удовольствие, прочитав книгу. До этого я, честно говоря, не имел представления даже о том, где находится эта республика. Что-то слышал о Северном Кавказе, где неспокойно. Теперь понимаю, как мало мы знаем об этом замечательном крае. Признаюсь, история и культура народа Ингушетии меня тронула до глубины души. В общем, для меня открылось новое знание о республике и о ее президенте Мурате Зязикове, который написал эту книгу, обладая без сомнения любовью к своему народу, глубокими знаниями истории и от чистого сердца. Больше узнав о культуре ингушского народа, знаменитый кутюрье Пьер Карден готов принять ингушские танцевальные и фольклорные коллективы на сцене своего театра. Я подтверждаю свое приглашение. Такая самобытная культура не просто достойна, должна быть представлена повсюду в Европе. Если ингуши, как пишет автор, центр солнечного сплетения на Кавказе, то их искусство — это солнечное сияние настоящего творчества, будь то танцы или костюм. Вообще, мэтр высокой моды не подозревал, что идеал женской красоты мир позаимствовал из Ингушетии. Здесь не брали замуж невесту, если ее талия была больше 60 сантиметров. Такой идеал женской фигуры установился еще в XIV веке. Это пояс ингушской невесты, называется тихкар. Он состоит из 12 звеньев, которые в окружности составляют ровно 60 сантиметров.